О мифах и реальности говорят в эти дни в Сыктывкаре. В столице Коми стартовал первый съезд историков республики. Приурочили его к 45-летию со дня организации Института языка, литературы и истории КНЦ. Участие в форуме принимают не только ученые республики, но и гости из других регионов России, Белоруссии и Болгарии. Константин Куратов побывал на первом заседании и узнал, что такое фолк-хистори. На торжественном открытии первого съезда историков руководитель парламента Коми Игорь Ковзель назвал форум своевременным ответом на те события и вызовы, которые происходят в нашей стране и в мире. Речь идет в частности о настойчивых попытках переписать историю и исказить реальные события. Поэтому сегодня на вас, на всем научном сообществе, на педагогическом сообществе лежит серьезная ответственность за сохранение истинной истории нашего края, истинной истории нашей с вами страны. И в связи с этим я считаю абсолютно правильным, что съезд затрагивает актуальные на сегодня темы. Это и фальсификация истории, и роль исторических знаний в патриотическом воспитании, и современное историческое образование. Сами историки на попытки исказить факты отвечают спокойно. Сейчас все ученые едины в воссоздании великого подвига советского народа, а какие-либо спекуляции сравнивают лишь с помехами в информационном поле. Всевозможным фальсификациям наши ученые могут противопоставить достоверные и осязаемые источники. Причем в истории Великой Отечественной войны открытия происходят буквально каждый день. Гость из Москвы Сергей Шокарев приводит в пример деятельность поисковых отрядов, которые сейчас разворачиваются уже на западных территориях Московской области. Ежегодно волонтеры возвращают десятки имен солдат, а в прошлом году они обнаружили самолет Виктора Талалихина, героя Советского Союза, который первым совершил ночной таран немецкого бомбардировщика. Воздушное судно передали в музей. Перед такими находками разного рода фантазии устоят вряд ли. В сущности, это не поле науки, это поле того, что называется фольк-хистори. Вот, когда возникают псевдонаучные спекуляции. Ну, допустим, одна из самых таких известных тем фольк-хистори – это Советский Союз во Второй мировой войне, да, то есть существует книга Виктора Резуна о том, что Суворова, о том, что Советский Союз готовил нападение на Германию. Вот это классическая фольк-хистори, потому что документами, источниками это не подтверждается. Впрочем, споров насчет истинности различных данных у историков все же немало. Среди самых актуальных вопросов – роль исторических исследований в патриотическом воспитании и проблемы истории в сегодняшнем образовании на всех уровнях, школах и университетах. Не секрет, что сейчас ученым приходится разгребать очень много неточностей, мифов, откровенных подтасовок и фальсификаций, которые когда-то были сделаны советскими учеными и краеведами. В Лаврентьевской летописи стоит дата упоминания, не основания Мурома, а дата упоминания 862 год. Так вот, академик Шахматов еще в начале 20 века доказал, что этого быть не может, и что эта вставка, позднейшая вставка в летопись. Но тем не менее, во всяком случае в Муроме 90% ученых, они стоят твердо на том, что это 862 год. Историки будут работать до конца недели. Всего в огромной программе больше 2 десятков симпозиумов и круглых столов. В завершении работы ученые Коми вместе с приглашенными гостями обсудят вопрос о создании регионального отделения Российского исторического общества. Константин Куратов, Олег Костромин, телеканал Юрган.